Каждое утро каждого рабочего дня для меня начинается с удивительного квеста. Найди каршеринг недалеко от дома, чтобы поехать на работу. А теперь каждый раз мне нужно будет еще выполнять увлекательное задание. Пройти тест, чтобы доказать, что я не пьяна. Ну, попробуем. Нажимаю «Забронировать». Пройдите быстрый тест на реакцию. Начать тест. Нажмите на изображение, как только загорится сигнал светофора. Жмите. Замедленная реакция. Попробовать снова. Ура! Получилось! Регулируем зеркала, кресла, пристегиваемся и поехали. Такие тесты с сегодняшнего дня нужно проходить всем желающим прокатиться на транспортных средствах совместного пользования – машинах, скутерах, самокатах и велосипедах. Делать это обязывают поправки к закону о дорожном движении. Сейм посчитал так безопаснее. Rezervējot mašīnu, lietotājiem tiks piedāvāta iespēja uzspiest uz luksusforu, lai atvērtu pakalpojumus. Tad, ja lietotājs to neizdara laicīgi, tad, protams, viņam pieeja nebūs. Lietotājiem Bolt Drive pakalpojumā būs 3 pieejas. Un, ja gadījumā viņš neiziet, tad būtībā viņam 3 stundas nebūs pieejas pakalpojumam. Tad viņš varēs mēģināt vēlreiz. Как тестировать своих клиентов, компании по аренде транспортных средств совместного пользования придумывали сами. И у всех тесты отличаются. Например, на платформе CTB во время теста на реакцию необходимо 3 раза как можно быстрее нажать на фигуру. Problēma, jo šorīt mēs redzam, ka vairāki klienti nav viņu izgājuši. Es šaubos, ka viņi ir alkohola reibumā. Lielākoties tāpēc, ka viņš rada apmulsumu un īsti ir primāri diezgan grūti norientēties, kas tieši jādara. Tur jāizlasa tekstiņš, varbūt ko daudz nedara, kas apgrūtina, kas ir varbūt laikietilpīgi. Un pamatā mēs zaudējam laiku, mums klients zaudē laiku, un tas galīgi nav viņa interesēs. Mikromobilitātei jābūt ātrai. Atnācu, vienu pogu nospiedu, aizbraucu, un tas pats arī beidzot braucienu. Nevis pusstundu jācīnās ar to, kā tikt galā šo testu, jo ir pēdējos gadu laikā jau virkne apgrūtinājumu uzlikt, kas ir saistīti ar dokumentu verifikāciju, vēl papildus šādas te pārbaudas, tas viss būtībā šo nozari lēnām nogalina. На результат теста могут влиять и другие факторы, например, дождь или неисправный телефон. Через несколько месяцев компании по аренде транспортных средств совместного пользования проанализируют опыт своих клиентов и, возможно, введут изменения в систему тестирования. В планах Минсообщения подать поправки, которые могут облегчить жизнь пользователям. Например, обязать проходить такие тесты на реакцию только по пятницам в ночные часы. Виктория Пушкила-Отто, Кришенис Лейтис, ЛСМ.